Сэмэна хундадунхут. Многим из нас известна фраза Ивана Мичурина: «Мы не должны ждать милости от природы, взять их у нее наша задача». В советское время эти слова можно было встретить не только в общественных местах, но даже в бурятско-русском словаре. Первая ее часть там сформулирована следующим образом: «Бидыныр бегалига уршол хулежевеха егоубди». Давайте рассмотрим эту фразу поподробнее. Итак, друзья, первое слово бидыныр. Биды – это мы. Вот это окончание ныр означает, что речь идет о ком-то уважаемом. Соответственно, бидыныр можно перевести как мы уважаемые. Далее бегали. Бегали – это природа. Вот это окончание га означает от природы. Соответственно, бидыныр бегалига можно перевести как мы уважаемые, то есть по отношению к природе, да? Мы уважаемые от природы. Что от природы? Уршол – это означает милость. Хулежевеха – ждать, ожидать, такой длительный процесс. И йогогубди означает не должны. То есть все вместе буквально мы, уважаемые, не должны ожидать от природы милостей. В том смысле, что мы должны взять их у нее сами. Теперь давайте рассмотрим эту фразу с точки зрения бурятского мировоззрения. Хорошо известно, что для бурят характерно чувство благодарности природе, окружающему миру, за все, что мы от нее получаем. К примеру, если мы употребляем в пищу мясо животного, неважно, дикого или домашнего, то первым делом мы преподносим дейже окружающему миру, природе, в знак благодарности за то, что мы получили это мясо. Это можно назвать такой сыновней благодарностью, да, поскольку природа не только нас создала, родила, но и обеспечивает нас всем необходимым в течение всей нашей жизни. При таком мировосприятии, при таком сыновнем подходе к природе, да, конечно, не может идти речи о такой постановке вопроса, как мы, уважаемые, по отношению к природе, которая является для нас таким поставщиком необходимых нам ресурсов. Таким образом, вот эта фраза «бидыныр бегалига уршол хулежевеха йогобди», она с точки зрения грамматики бурятского языка построена безупречно, но при этом она не является бурятской. В добром здравии носитель бурятского языка так не скажет. Итак, друзья, какой мы можем сделать из этого вывод? Вывод простой. Грамматика не является основой языка. Основой языка, любого языка, является мировоззрение его носителей. Соответственно, начинать освоение языка с грамматики не стоит. Освоение языка стоит начинать с того, чтобы хоть немного почувствовать то, как носители этого языка воспринимают свое место в окружающем мире. Это гораздо более эффективный и быстрый способ освоения языка. Осваивайте бурятский язык правильно. Пусть этот процесс приносит вам удовольствие. Дахим Озатра Барьте.